Жители Коми могут выбрать, какие территории в 7 городах республики благоустроят в следующем году. Рейтинговое голосование в рамках программы «Комфортная городская среда» началось сегодня и продлится до 30 мая. Объекты благоустройства представлены на сайте 11.городсреда.ру. Там же можно узнать все подробности о проектах и, конечно, отдать свой голос. Ольга Коняева уже сделала свой выбор. Знаете ли вы, что сейчас проходит голосование за благоустройство общественных территорий? Голосование началось. Какие территории преобразятся в следующем году по проекту «Комфортная городская среда» решаем мы сами, все жители Коми старше 14 лет. Как отдать свой голос в общественных местах, рассказывают волонтеры. В Сыктывкаре и Эжве их 35 человек. Представлено 14 территорий для благоустройства, 10 из которых будут обустроены уже в следующем году. Я слышала, конечно, читала в соцсетях, но как-то не придавала этому значения. А вообще, это, конечно, нужно уделять внимание. Это у нас в основном в центре все делается, для центра, да, для такого, где скапливается большое количество людей. Хотелось бы, чтобы на окраине все это облагоустраивалось. Евгения Александровна тоже знала, что началось голосование, тем более, что один из объектов благоустройства как раз возле ее дома. Но вот сама бы не смогла поучаствовать в онлайн-опросе. Я же старый человек. Мне 84-й год. Поэтому спасибо ребятам, молодцы они, волонтеры. Участие волонтеров в проекте впервые организовано в масштабе всей страны. Добровольцы прошли трехуровневое обучение. Имя, фамилия, номер телефона и желание – все, что нужно для голосования. Волонтеры будут находиться на разных точках города, в том числе и в Эжвинском районе. Все расписание можно увидеть в группе ВКонтакте администрации города и в группе ВКонтакте «Комфортная городская среда Республики Коми». Там все расписание передвижения волонтеров есть. Просто что они, напоминаю, не стационарно, они будут ходить. Выглядим мы вот так, чтобы нас не потеряли. Еще один вариант для тех, кто с компьютером на «вы» проголосовать в одном из многофункциональных центров республики. Впрочем, и самостоятельно сделать выбор легко. В этом году голосование проходит на едином федеральном портале. Заходим на сайт 11городсреда.ру. Выбираем нужный город. В Коми участвуют Сыктывкар, Усинск, Интавр, Кута, Печора, Ухта и Сосногорск. У каждого муниципалитета по несколько проектов. Предпочтение можно отдать только одному. Каждый житель города Сыктывкара может проголосовать в МФЦ за проекты благоустройства через учетную запись портала госуслуг. Если ее нет, мы вам поможем зарегистрировать и ее создать. Проголосовать можно на компьютере общего доступа, сайт уже открыт. Если возникнут проблемы, сотрудники МФЦ вам помогут. Проект формирования комфортной городской среды в России реализуется с 2017 года. Новую жизнь в разных городах и поселениях Коми за 3 года получили 311 дворов и 184 общественные территории. Только в Сыктывкаре на благоустройство в прошлом году по программе было направлено 150 миллионов рублей. В этом году мы планируем, как я уже говорила, продолжение благоустройства площадки под часами. Также у нас запланировано благоустройство тротуаров по улице Димитрова и по улице Коммунистической. Участки от Октябрьского проспекта до улицы Старовского и по той и по другой улице. Также у нас запланировано благоустройство площадки детской для детей старше 12 лет в парке «Строитель». Проекты, выставленные на голосование, были предложены самими жителями в предыдущие годы. Некоторые объекты ждут преображения много лет. Например, благоустройство этой давно не детской площадки – мечта жителей улицы Димитрова. Скамейки исчезли еще в 90-е, прогулочных дорожек, игровых конструкций нет. В 1970 году заезжали в дом, еще в 70 году. Был на площадке с концертом около гаражей, скамейки, где проводились собрания, все как полагается. Было футбольное поле, как дети играли. Зимой хоккейное поле. В Сыктывкаре на выбор 12 объектов. В итоге новый облик обретут 3 территории в Эжве и 7 в городе. Это скверы на Коммунистической и Димитрова, пешеходные зоны и новые территории для отдыха. Один из проектов – площадь перед Свято-Стефановским кафедральным собором. Это будет рекреационная зона с видом на храм. Сейчас здесь парковка и неприглядный пустырь. А планируется озеленение, пешеходные дорожки, освещение, скамейки и урны. Благоустройство будет выполнено в концепции проекта «Столица леса» в едином стиле с будущим бульваром по улице Свободы. Территории, набравшие наибольшее число голосов, получат федеральное финансирование и будут приведены в порядок уже в следующем году. Выбрать свой объект благоустройства жители Коми могут до 30 мая.
Ольга Коняева, Вячеслав Беспалов, Олег Костромин, телеканал Юрган.